Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, подписчики, хочу предложить вам такую тему гадания. Какие секреты скоро раскроются? Что тайное скоро станет явным? Если вам тема интересна, приглашаю всех к моему гаданию. Посмотрите на песочек. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие секреты скоро раскроются? Что тайное скоро станет явным? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие тайны и секреты скоро откроются. Так. Ну, прежде всего, многие узнают о своем предназначении. Вот ваше предназначение. Для многих это вот просто темный лес. Это какая-то очень большая тайна, скрытая за 7 замками. Вы об этом узнаете. Вот эта тайна обязательно раскроется. Вы узнаете о своей судьбе, о своей карме, о своем характере, о тех задачах, которые на вас возлагают высшие силы, о тех испытаниях или уроках, которые вам предстоит пройти. Вы об этом обязательно узнаете. Причем узнаете в какой-то странной форме, да, от человека, который, например, вам не знаком. От незнакомца узнаете, либо незнакомки. То есть момент истины. Вы находите истину. Истину о себе. Знание о себе. Знаете, вот для кого-то прям глаза откроются, да, вы поймете суть вещей в вашей жизни. Почему в вашей жизни происходят те или иные события. Почему вы ведете себя тем или иным образом. Либо с вами кто-то себя ведет так или иначе. То есть очень много тайн и событий вам откроется именно в плане вашей личной жизни, вашей судьбы и знаний, да, как мне поменять свою жизнь, как мне облегчить свою жизнь. Знаете, я даже больше скажу, вот такое впечатление, что вы будете обращаться, может быть, к эзотерикам, к тарологам, к предсказателям, то есть кто-то может даже в храм к священнику обратиться. То есть у вас идет от человека вам незнакомого, ну такой, знаете, прям досье на себя получите, да, кто, откуда, почему и что с этим делать. И знаете, это поможет вам качественно поменять свою жизнь к лучшему. Хорошее время, хорошее событие. Еще момент. Вы узнаете, что от вас зависит несколько человек. Несколько человек очень сильно от вас зависят во всех смыслах этого слова. Они вас и любят, и ценят, и очень сильно боятся вас потерять. Возможно, эти люди вам об этом не говорят. Возможно, эти люди иногда там умалчивают, да, то, что вы очень важны, вот эти люди, да, что вы очень для них важны. Возможно, даже вас иногда и обижают эти люди. Но будет какой-то момент, такая ситуация, да, когда эти люди, они собираются рядом с вами, и они начинают вам говорить, просто без умолку говорят о том, что любят вас, о том, что вы важны, о том, что вы самое лучшее, самое прекрасное, да, что у них в жизни есть, что было, да, и есть. И что без вас этот мир, жизнь, она просто потеряет все краски и весь смысл. То есть вот несколько человек вам об этом всем говорят. То есть, знаете, тут будут и слезы, и признания. Кстати, люди будут каяться. Вот эти люди, вот, ну, по крайней мере, здесь три человека, их, мне кажется, больше будет, потому что один как будто бы до сих пор прячется. Либо он отсутствует, приедет, но пока его нет. Вот они просто, эти люди, они, смотрите, они как зайцы, да? Видите, вот зайцы, которые такие боятся. Они будут каяться в каких-то делах, каких-то поступках, проступках. Узнаете много нового, узнаете много интересного. Знаете, вот вещи, которые для вас были очень важны, эти вещи были скрыты. И тут, знаете, на вас просто такой информативный поток свалится. А вам-то и сказать нечего будет. Знаете, уже, как говорится, перекипело, переболело. Вы только будете удивляться, да, удивленно поднимать брови. Вот такая идет ситуация. То есть люди признаются в любви, люди вам каются, просят у вас прощения. Люди здесь просто, ну, как молятся на вас, понимаете? А вам
Но эта ситуация, во-первых, то, что вам там признаются, то, что там каются, это для вас уже не важно. Для вас важно то, что вам говорят о любви, о том, что вас любят, о том, что вас ценят, о том, что вы нужны, о том, что вы умничка, о том, что вы молодец. Вот это для вас важно. Вот эти слова, они греют вашу душу, ваше сердце и вас вдохновляют. Следующий момент. На работе, скорее всего. На работе, либо вот комьюнити, где вы находитесь, там работа, служба, учеба, да. Я вижу тут момент, когда к вам, ну не знаю, тут дары несут, понимаете. Ну на работе понятно, да, повышение по зарплате, повышение там по должности. Ну, вот как будто бы люди идут к вам, кланяются, дары несут и говорят там спасибо, спасибо, что ты там есть, спасибо, что ты это сделал, что ты молодец, что ты профессионал. То есть, кстати, может, на учебе тоже вас будут хвалить за вашу учебу, за то, что вы хорошо справились. Может, вы кому-то будете еще помогать, да, из своих, например, ну, студенты, да, вот как друзья, да, знакомые, приятели, кому-то вы будете помогать. И знаете, вы, кстати, узнаете, кто вам мешал. Вот вам на работе раскроется, что есть человек, который реально вам мешал и вас грязью обливал. Просто, знаете, такие грязевые лепешки лепил и в вашу спину кидал. И вы много испытали неприятных моментов вот на работе либо на учебе из-за этого человека. И этого человека вы узнаете. Вернее, как, этого человека уже рядом нет, но вы узнаете, кто это все делал. То есть тоже такой момент будет, когда вот наконец-таки эта тайна раскроется, которая действительно заставляла кого-то очень сильно переживать. Очень сильно вы переживали по этому поводу. Кто-то даже хотел уйти с работы, кто-то даже хотел, ну, как знаете, там учебу даже бросить, да, какие-то моменты сложные были. И это все из-за одного человека, который вас вот просто, ну, обгаживал, да, по-другому и не скажешь. Слово грубое, но очень четко показывает картинку. Так оно и было. Вы узнаете, вот две женщины вам расскажут все, что было, все вот эти вот интриги, подпольные игры, авантюры, все вам будет рассказано двумя женщинами. Еще момент. Здесь вы смотрите, вот крыса такая огромная, просто гигантская, какая-то крыса с большими ногами, как будто бы она даже в башмаках. Крыса в башмаках, у нее крысиный нос, видите какой, и такой хвост у нее противный. И вы эту крысу вот за шею держите, видите, за шею вот человек держит крысу за шею, душит ее, да. Предотвратите вы, мои милые, нападение на вас. Вот какой-то крысы, которая в прямом смысле слова притаилась, затаилась и готовила какой-то просто, я не знаю, коварный план, какое-то агрессивное действие в вашу сторону. Что-то для вас, какую-то ловушку эта крыса готовила. И вы эту крысу просто задушите. Вот задушите, да, и не дадите возможности что-то плохое сделать вам и вашей семье. Она, кстати, не только вам, вот семью. Вот кто в паре, в браке, в отношениях, может быть, там детки взрослые, да, вот партнер ваших деток, либо ваш, например, муж, либо жена. Вот кто-то есть на стороне, кто крысятничает, и кто хотел бы, ну, просто, знаете, украсть ваше счастье. Самым подлым и наглым образом забрать, да, забрать себе. Это не от любви. Ну вот, например, да, у вас есть взрослый сын, который там познакомится с какой-нибудь девочкой, да, а девочка окажется вовсе и не девочка, а алчная крыса, да, и вот вам удастся разглядеть в ней вот это зло и это все убрать, да, либо наоборот, там ваша доченька там познакомится с каким-нибудь мужчиной, да, а он абьюзер и интригант, да, вы тоже это все увидите и сможете, ну, принять меры к этому. Либо вокруг вашего мужа начнет крутиться там какая-нибудь, прости Господи, да, и вы тоже сможете это все увидеть вовремя, да, и убрать. Просто я вижу, что вы эту крысу победите, задушите ее и уберете. То есть вот эту острую ситуацию, которую она для вас тут подготовила, вы из своей жизни вычеркнете, да, и у вас это не произойдет. Смотрите, еще вы узнаете, что что-то с вашим домом, да,
вот в доме у вас, либо вы чистку сделаете, да, потому что что-то найдете вы в доме. Вот есть какая-то ситуация тяжести в доме. Вот тяжесть в доме, какие-то вот тяжелые моменты, бессонницы, себя плохо чувствуете в доме, какой-то запах вам кажется, что не тот в доме, может быть там скандалы, ссоры. Вот в вашем доме есть какой-то предмет, который вам, скажем так, подкинули, и вы его найдете. Вы его найдете, и вы, мои дорогие, вот будете чистить свой дом, очищать в нем энергетику, потому что ваш дом, он превратится в вот такую чашу, которая будет наполняться любовью и радостью. Сейчас ваш дом, он не то чтобы чаша, он даже перевернутая чаша, разбитая чаша. Вот вам нужно дом свой чистить, и чистить регулярно. Чистите как можете, да, и солью, хотите чистите, хотите при помощи свеч, хотите при помощи, там, не знаю, здесь вот в Турции, там, где я живу, очень считается сильным от нечисти, от негатива зернышки, вернее, не зернышки, а вот коробочки. Вот, кстати, может, видео сделаю, покажу вам, как это выглядит. Лен очень сильный, особенно если его поджечь, вот запах его, вот вся нечисть, вся гадость боится запаха льна горелого. Я вам, кстати, в следующий раз тогда запишу видео, покажу. И кто вот в Турции бывает, можете здесь, кстати, везде он продается, можете себе покупать и дома им пользоваться. Я вижу, что здесь именно чистка будет в доме, и это поможет, и атмосфера улучшится, и ваше самочувствие улучшится, и настроение в доме улучшится, и все пойдет прекрасно. Так, и еще момент, связанный с вами. Вот для кого-то, мои дорогие, вот смотрите, правда, какая-то правда внутри вас вскроется. Вот вы живете, да, хотите, например, вы похудеть, да, но не худеете. И вот каждый раз вы себе говорите, что ну, нет, я же мало кушаю, нет, это у меня там все на нервах, еще на чем-то замешано. И тут вам вот прям в один момент вскроется, что нет, все-таки кушаю я много, и поправляюсь я не от нервов, а от того, что я много кушаю. Да, вот такой, но это я утрированно говорю, пример. Вот вам вскроется какая-то правда о вас. Да? Например, там, я не высыпаюсь, потому что я там ложусь после 12. У меня там проблемы со здоровьем. Потому что я не слежу за своим здоровьем. Да? То есть какие-то вот такие простые истины будут у вас, вам же и вскрываться. Как будто бы вы в зеркало будете смотреть и видеть все свои, ну, скажем, слабые стороны издалека, со стороны. И это время, оно будет очень такое, знаете, с одной стороны, вам будет жаль себя, а с другой стороны, это вы будете немножко злиться на себя за то, что вы себя так запустили сами, своими собственными ручками. Но это прекрасно, то, что это все вам вскрывается, потому что у вас есть прекрасная возможность все это отработать и закрыть. Так оно, мои дорогие, и будет. Здесь у вас в центре лягушка вышла. Лягушка, которая смотрит вверх, мои дорогие. Вот эта лягушка готовится прыгнуть и поймать свою добычу. Вот у вас где-то вокруг вас, да, летают вот такие, скажем так, золотые комарики, мухи, там, как хотите называйте. А вы, вот как лягушка, должны их поймать. Вот реально, да? Они вокруг вас. Вот возможности. У вас глазки откроются, и вы будете видеть все эти возможности. Ловите как можно больше. Потому что вот время у вас идет буквально вот, сейчас скажу даже сколько, вот через дней 10-14 дней. Время какое-то необычное. Время возможностей не упустите. Ловите все, что сможете. Берите. Даже если вам будет казаться с излишком это все идет, берите. Вот такой момент. И плюс, мои дорогие, тут еще момент по любви. Вы узнаете, что вас кто-то очень сильно любит. Кто-то в вас влюблен просто безумно. Человек вас в души не чает. И вот немножечко будете думать, как дилемма у вас пойдет, да, что мне делать с этой любовью. Но, тем не менее, будет очень приятный момент. Вам вот прям, ну, знаете, вот улыбка, вы будете довольны тем, что вот такая любовь в вашей жизни появилась. Принимать эту любовь, что с ней делать, возможно, будем смотреть дальше в других гаданиях. На этом, мои милые, пока все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.